Сегодня стало известно, что в Якутске задержан организатор митинга в защиту Telegram Алексей Попов. Как он написал у себя в Telegram-канале, его сначала увезли в 4-й ГОМ, а потом увезли на медосвидетельствование. Понятно, почему это делается. Для того, чтобы найти причину, либо алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, психические проблемы, причину для того, чтобы задержать его на более долгий срок. А если они ничего не найдут, то хотя бы день испортить. Такие мелкие пакостники. До этого мы знаем, что власть вообще запретила проведение митинга. Не хватило им этого, так они его еще и задержали. Запретили, кстати, с очень странной такой формулировкой. Придет слишком много народу. То есть понятно, большому количеству людей Telegram нужен. Поэтому они его и запрещают. Российскую власть раздражает тот факт, что кто-то пытается собрать людей вокруг политической темы. И, кстати, интернет – это чуть ли не единственная площадка, которую власти еще пока не закатали в асфальт. Здесь нужно понимать, Россия не является демократическим государством. Ни одна базовая статья Конституции, которая бы защищала права и свободы человека, та же самая 31-я статья Конституции, в которой говорится о свободе собраний, эти статьи Конституции работают только до того момента, пока люди не хотят ими воспользоваться. Как только люди изъявляют желание воспользоваться своими правами и свободами, так сразу же получают автозак и медосвидетельствование, как в нашем случае в Якутске. Власть очень боится того, что люди начнут собираться, говорить, требовать. Свободный интернет – это же не только YouTube, Telegram, Instagram. Свободный интернет – это возможность собираться, возможность говорить, возможность обсуждать. И еще один очень важный момент. Свободный интернет – это возможность увидеть картину мира целиком, без федеральной, московской, кремлевской пропагандистской повестки.